Елена Владимировна. Я являюсь исполняющим обязанности проректора по науке и инновациям Академии физической культуры и массового спорта. Наука в спорте важна, наука в спорте, она очень интересна и содержательна. Поэтому современные разработки, ну и в целом фундаментальные знания, да, по спортивной науке, они должны применяться в современном спорте. И мы, в свою очередь, на базе Академии физической культуры и массового спорта реализуем научный проект, посвященный научно-методическому обеспечению тренировочного процесса в нашем национальном виде борьбы казак-преса. И вот уже 3-й год мы работаем с национальной командой и стараемся искать современные, практически применимые и удобные для тренеров, для спортсменов средства и методы, которые позволят улучшить их спортивные показатели, повысить функционально-физические возможности. Биомеханика в спорте, конечно, она изучается уже давно на пространстве спортивного нашего сообщества, и это очень важный раздел спортивной подготовки. Спортивная биомеханика помогает, да, не только улучшить спортивные результаты, но и в какой-то мере снизить возможность получения травм, потому что то оборудование, та экипировка спортивная, которая используется при тренировочном и соревновательном процессах спортсменов, конечно же, должна иметь определенные стандарты. Но биомеханика спорта не только направлена на спортивный, да, инвентарь или оборудование, она также и направлена на изучение движений тела человека. То есть если взять, допустим, подготовку или специфику, да, спортивной деятельности тяжелоатлетов, которые работают, да, с внешним довольно тяжелым, таким непростым предметом, как гриф с тяжелыми блинами, да, то здесь очень важна биомеханика, потому что здесь важна методика и техника, которая основана опять-таки на законах биомеханики, то есть движения человека. Поэтому те виды спорта, которые все-таки посвящают этому разделу определенное количество времени на изучение, на учет особенностей данной спортивной науки, я думаю, что они поэтому и получают заслуженные спортивные результаты в своих вот спортивных достижениях. Допустим, в дзюдо у нас спортивная экипировка – это кимоно, но техника исполнения движений, допустим, те же броски, они тоже выполняются с определенными закономерностями, да, и это отдельное, наверное, научное исследование нужно проводить, как исполняются эти броски, насколько то или иное действие или движение в борьбе дзюдо может быть эффективным или быть на грани с получением серьезной травмы. Поэтому, я думаю, тренеры чисто практически уже отсекают те или иные, да, технические действия или совершенствуют их. А если смотреть это со стороны науки, то тогда можно определенными методами, аппаратурой, технологиями, да, опять-таки современными, показать то или иное действие, именно отражая его уже через компьютерные программы, через определенные приспособления. Ну, на основании, конечно же, я думаю, данных многолетних о биомеханике уже начало развиваться и уже довольно успешно в западных странах развивается спортивный инжиниринг, который связан с разработкой, да, опять-таки, тех спортивных инструментов, инвентарей, да, тренажеров, которые способствуют как повышать спортивные результаты, но и в целом применяться могут при развитии массового спорта, при занятиях физической культурой, ведь спортивный инжиниринг направлен на разработку, да, тех или иных тренажеров. Вот, недавно мы в рамках своего проекта приобрели довольно такой простой в
применении, но мы так предполагаем, очень эффективный ручной тренажер, который был разработан белорусским ученым, Соцким. И как раз-таки здесь, в данном ручном тренажере, заложены основы где-то биомеханики, да, учтены биомеханики, основы физиологии человека и применяется, да, при подготовке спортсменов в основном в единоборствах, где очень задействован ручной пояс, да, то есть кисти, прорабатываются предплечья, что помогает при усилении такой работы, как над захватами в борьбе, да. Поэтому вот такие, казалось бы, несложные, но это тоже инжиниринговая разработка. Если мы говорим более о таких уже технологиях, связанных с программным обеспечением, приложением, то, допустим, вот мы тоже для наших спортсменов приобрели вот такой вот тренажер, который нацелен на развитие координации, внимания, ловкости, где запрограммированы тренировки, и спортсмены могут сами выбирать, или тренерский штаб могут выбирать принцип тренировок, и уже в определенном заданном алгоритме загораются световые сигналы, и спортсмен выполняет тренировки на, например, реакцию, если это вот в горизонтальном положении на столе, либо могут расставляться в спортивном зале на определенном расстоянии и выполняться пробежки, либо иные упражнения, которые запланированы тренером. Поэтому вот данные разработки ученых, все-таки это разработки ученых, людей, которые на основании комплекса знаний, на основании смежных наук, да, позволяют разрабатывать те средства и методы, ведь технология это не только разработки, но это еще и методики, которые позволяют спортсменам, людям, которые просто занимаются физической культурой, наполнять свои тренировочные занятия очень интересными современными методиками. Есть такой фразеологизм, как «ты то, что ты ешь». И это актуально для обычного человека, но еще это более актуально для спортсменов, ну и в целом для людей, которые посвящают определенное или значительное количество своего времени физическим нагрузкам. Питание в спорте должно учитываться на уровне науки, да, потому что те процессы, которые проходят в организме, да, посредством того, что мы едим и в какой период мы едим тренировочного процесса, это непосредственно влияет на реакцию организма на ту или иную спортивную нагрузку, на период восстановления. К сожалению, вот в определенных видах спорта не учитывается этот аспект, то есть рацион питания складывается из-за того, как вот на той или иной спортивной базе готовится пища. Я просто не понаслышке знаю, что вот когда мы в свое время были на тренировочном сборе, с нами проживала команда футбольного клуба «Кайрат», у них был свой нутрициолог, который составлял меню на каждый день с учетом содержания тренировочного процесса следующего дня. И почему это важно? Потому что пока организм молод, он, конечно, может, так сказать, переработать, да, воспринять любую пищу в любом количестве и потом на следующий день или на следующей тренировке отработать, но есть эффект накапливания, да, тех или иных процессов, которые должны как раз-таки разбирать уже нутрициологи, диетологи, спортивные диетологи. Сейчас уже вот и во многих видах спорта привозят с собой еду на соревнования, дабы избежать момента употребления допинга. Ведь в мировом спорте были случаи, когда спортсменам из, так сказать, конкурентной команды
подсыпали допинг, ну, или какие-то элементы допинга находили посредством употребления той или иной пищи. Поэтому здесь очень многогранен этот процесс изучения и в целом применения основ по питанию. Вот на сегодняшний день, благодаря вот поддержке все-таки Министерства туризма и спорта, действующего нашего министра туризма и спорта, в одной из команд по единоборствам уже введена практика шведского стола, что очень важно для видов единоборств, потому что это те виды спорта, в которых есть весовые категории. И тот или иной спортсмен, он не может кушать, например, наравне с другими своими коллегами по команде, да, потому что сегодня он начинает там придерживать вес для определенных соревнований. А другому спортсмену это не нужно, он может позволить себе более обширное питание. Поэтому шведский стол на сегодняшний день, я думаю, для всех команд, всех видов спорта это очень актуальная и очень правильная форма рациона в тренировочном процессе спортсменов. Победы в спорте, ну и в целом, да, развитие спорта – это не только работа тренера и спортсмена, это комплексная работа, которая основывается на специалистах разного направления. И спортивный менеджер – это одна из значимых ключевых фигур в спортивной отрасли, так как здесь присутствуют определенные процессы, которые должны изучаться на уровне высшего образования, на уровне послевузовского образования, в рамках специальных курсов, чтобы современные менеджеры различного звена могли правильно принимать решения, да, которые будут оптимальны для нашей отрасли, которые будут своевременны, да, и актуальны для того, чтобы наша страна развивала физическую культуру, спорт. Сейчас вот ведутся большие работы по совершенствованию подходов развития массового спорта через клубные системы. Да, вот сейчас пересматриваются тоже, должны пересматриваться эти подходы, потому что вот ранее мы реализовывали научный проект, который был посвящен дворовому спорту, массовому спорту. И мы, конечно, определили такие очень, ну, не знаю, грустные или печальные факты о том, что в наших клубах спортивных, в регионах, к сожалению, работают не совсем компетентные тренеры, у которых даже нет высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта. Но, тем не менее, данным клубам выдавались ваучеры, да, чтобы дети занимались на базе этих клубов. Но наравне с этими фактами есть довольно успешные, добропорядочные владельцы спортивных клубов, которые, да, у них нет, допустим, профессионального образования по спортивному менеджменту, но плоды их труда, их такого, знаете, самоотверженного труда, они показывают, что навык и знания спортивного менеджмента очень важны, и у них может быть определенная система, и она есть эта система, но тем не менее вот развиваются, да, детские клубы, и мое мнение, что в нашей стране все спортивные клубы в регионах, в крупных городах, они должны получать лицензирование, или это будет сертификация местным исполнительным органом, то есть управлением физической культуры и спорта. Таким образом мы сможем реально отслеживать состояние того или иного клуба, какие тренерские кадры работают с нашими детьми, есть ли у них программы подготовки, выполняются тем или иным клубом санитарные нормы по организации тренировочного процесса,
по тому или иному виду спорта. Ведь возвращаясь, да, к спортивным сооружениям, есть определенные стандарты и требования для проведения тренировочных занятий по какому-либо виду спорта. Поэтому вот практика и научные исследования показали, что это еще недоработанное пока направление в нашей стране. И сейчас вот, я думаю, наши исполнительные органы будут заниматься этим вопросом. Мы будем со своей стороны тоже вносить предложения о том, чтобы спортивные клубы в нашей стране, в которых занимаются особенно дети, должны проходить строгое лицензирование и получать право на ведение тренировочного процесса по тому или иному виду спорта. Это ведь еще и позволит получать реальные данные занимающихся, вовлеченных в массовый спорт. Потому что все-таки сейчас пока нет точности, да, у нас показателей. То есть как регион подал, так и принимаются эти данные на уровне, может быть, детско-юношеских школ. Но сеть спортивных клубов у нас растет, развивается, но, к сожалению, никакого учета по этим спортивным клубам ее просто нет. То есть любой человек может открыть тот или иной спортивный клуб. То же самое касается и взрослых с фитнес-центров, в которых приходят, да, заниматься определенная часть нашего населения, но работают инструкторы, которые, да, может быть, они получили сертификацию по фитнесу, да, но это тоже не учитывается, это тоже без какого-либо реестра государственного. И порой в такие клубы могут прийти люди с определенными отклонениями по состоянию здоровья. И я сама была очевидцем того, когда взрослый человек пришел в фитнес-центр, и его лишь записали фамилию, он купил абонемент, но никто не спросил о его физическом состоянии. Это тоже, я считаю, большая такая вот у нас большой минус спортивного менеджмента, когда ты не учитываешь риски твоего же бизнеса, риски твоего же дела. Поэтому спортивный менеджмент, он важен от первых этапов, когда занимается ребенок, до массового спорта, когда уже занимаются даже и взрослые, да, люди, и вплоть до спорта высших достижений. Ведь спортивный менеджмент, он охватывает процессы от спортивной подготовки и развития спорта и физической культуры в стране до проведения комплексных мероприятий, таких как Олимпийские игры.